Давай с настроением сначала, повеселее. Работа над озвучкой мультфильма порой длится до самой поздней ночи. Не от того, что спешат к какому-то сроку, а просто получают от этого удовольствие. Актеры дубляжа вжились в свои роли настолько, что, озвучивая реплики, играют как актеры театра и кино, даже если это никто не увидит. Наставляет молодого Симбу его преданный друг попугай Зазу. На эту роль подошел и по типажу, и по тембру голоса Магомед Калоев. Обычный студент изначально не верил в свои силы, но по настоянию друзей все же решился поучаствовать в проекте. Я попробовал все 3 роли, можно сказать, и выбрал попугая, потому что по образу жизни, можно сказать, похож. И говорю так же быстро, как он. Конечно, он так иногда высказывает философские мысли. Вот самое трудное это был вот этот момент. Озвучка — это очень трудно, на самом деле. Только я сейчас это понял. Это адский труд. Очень трудно именно выражать эмоции. Говорить на ингушском языке, конечно, тоже есть некоторые слова, которые мы не употребляем уже. Это направление в республике довольно-таки не новое. Прежде на ингушский язык были дублированы популярные мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон», а также «Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует последний пророк». Инициаторы проекта выбирают те мультфильмы, которые уже переведены другими регионами на свой язык. Это позволяет опираться на их опыт. В части перевода там была проделана серьезная работа, начиная от преподавателя гимназии номер 1. Потом мы несколько раз уже переделывали этот перевод, и так получилось, что мы чуть ли не с самого начала использовали старые переводы и уже переделали уже в процессе самой работы, потому как где-то не подходит по длине текст, где-то не подходит по смыслу. Где-то нужно сделать так, чтобы уже включить в мультфильм какие-то новые ингушские слова, чтобы эти слова уже осели в языке и их стали чаще использовать. Через себя все образы пропускает режиссер дубляжа Расул Атмурзаев. На его счету около 100 озвученных мультфильмов, в том числе и 3 дубляжа на ингушском языке. Выпускник ГИТИСа и актер по образованию сам отобрал 14 актеров и с каждым из них провел индивидуальные репетиции. Ему удалось за короткий срок сработаться с абсолютными новичками, ведь в озвучивании участвуют непрофессионалы этого ремесла. Никто из них не имел прежде подобного опыта. Кто-то понимает сразу полуслова, кто-то вживается. Тогда интересно получается настоящий и живой мультфильм. Я могу дать, как бы мы можем, в принципе, дать актерам, они придут, сочетаясь с пафосом. Но это не то. Мы хотим, и чтобы речь была хорошая, мы хотим, чтобы и живые сцены были, и диалог живой. Это же в основном сказку смотрят дети. Если они просто внимание, если потеряют, они мультфильм смотреть не будут. Я так думаю. И мне кажется, что нам удалось, чтобы дети смотрели, и взрослые. Я наблюдал, что и вам это нравилось, не знаю. Озвучка мультфильма длится уже 3-ю неделю. Все исполнители ролей отобраны во время 3-дневного кастинга. Близится к концу работа над записью реплик. Затем предстоит монтаж, сведение звука и дополнение музыкальными композициями также на родном языке. Одного из манерных персонажей мультфильма исполнил Магомед Дугиев. В жизни выпускник машиностроительного факультета, ныне футболист, в мультфильме воплотился в гиену Банзай. На вопрос о том, что было сложнее всего, Магомед, задумавшись, ответил: быть гиеной. Пришел первый раз, много новых лиц было, никого не знал. И мне сказали прочитать текст. Сказали прочитать текст гиены. Вообще-то я шел озвучивать главного персонажа, как все хотят.
Но мне сказали попробовать гиену. Эта сказка будет очень полезна для наших детей, и они будут узнавать очень много нового, именно нашего ингушского. Будут узнавать много новых слов. Произношение ингушских слов корректирует Илез Матиев, ответственный секретарь газеты «Сердало» и потомственный писатель, который пишет исключительно на ингушском языке, в том числе и для детей. Под его наблюдением реплики перезаписываются до тех пор, пока они не будут выговорены правильно, даже если эмоция выдана вполне удачно. Только лишь одобрительный посыл Илеза актеру за стеклом означает, что можно продолжать. Там страшно было, да, то, что он перед этим сказал? Просто там выражение неправильное. Кстати, и сам он во время участия в проекте раскрыл в себе актерское мастерство. В мультфильме «Король лев» он озвучивает одного из самых забавных персонажей – Тимона. А вот главного злодея в мультфильме «Шрама» озвучивает Мухаммед Тачиев, известный еще как ингушский Левитан. Обладателю необычного голоса приходилось и рычать правильно, и ехидничать, и даже плеваться в одном из эпизодов, где он чуть было не проглотил попугая Зазу. Озвучка «Короля льва» завершится в течение этого месяца. Затем планируется презентация мультфильма в кинотеатрах республики. Залина Могушкова, Ахмед Горбаков. Новости 24.